В этом году к новогодней елке желаний, установленной на культурно-деловой площадке ГУМа, слетелось более 500 бумажных журавликов. Каждый из них хранит самое заветное желание своего отправителя. Есть надежда на то, что кто-то исполнит его в преддверии праздника. Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе мама Миланы, так как она сама писать не умеет. Милана солнечный ребенок, у нее синдром Дауна. Она очень жизнерадостный ребенок, любит гулять, рисовать. Ведет себя хорошо и никогда никого не обижает. В Новый год она хотела бы получить подарок от тебя – спортивный костюм с капюшоном, не совсем теплый, размер 50-й. Спасибо тебе большое. Будем осуществлять пожелания Миланы на Новый год. Фонд Киарази Ашана продолжает традицию новогодних благотворительных акций. Уже несколько лет они помогают исполнить мечты детей из малообеспеченных семей. В этом году пройдет акция Ашана Зла. Чтобы поучаствовать, достаточно выбрать журавлика с номерком, забрать по нему письмо с желанием, приобрести нужный подарок и передать его в офисы фондов. На ветвях новогодней ели желания детей, которые мечтают о простых, но таких важных подарках – игрушках, книгах, спортивном инвентаре и даже теплой одежде. Компания Mobile взяла 10 писем, 5 писем из фонда Ашана и 5 писем фонда Герас. Мы каждый год участвуем в акции и с удовольствием дарим подарки детям. Аналогичные елки желаний будут установлены в администрациях Очимчирского и Гагарского районов, куда уже направлено по 50 журавликов. За 2 года проведения акции жители Абхазии исполнили мечты 670 детей. Организаторы надеются, что и в этом году будут исполнены все детские пожелания. Все эти желания пишутся детьми очень трепетно. Они правда верят в то, что они пишут, они правда ждут каждый подарочек. И они знают, что ни одно письмо не останется без ответа. Мы, когда проводим эту акцию, мы чувствуем силу нашего народа, чувствуем силу наших друзей, потому что из года в год именно вы исполняете желания наших детей. Именно вы даете и нам силу, и нашим детям силу. Вы не представляете, насколько у ребенка появляется много мотивации, насколько он начинает стремиться к тому, чтобы развиваться, учиться и просто мечтать. И все это благодаря тому, что люди не оставляют без ответа все желания наших детей. Письмо с новогодней елки желаний можно забрать на станции ГУМа с 8 по 12 декабря с 11 до 14:00. Финал акции состоится здесь же 23 декабря. В программе вручение подарков и мероприятие «Новогодний поезд». Еще я хотела бы обязательно отметить и подчеркнуть, что несмотря на то, что мы сегодня говорим про волшебство, про исполнение желаний, про праздник для детей, на самом деле коллеги из обоих фондов целый год, круглый год проводят большую работу, которая не всегда связана с такими праздничными ситуациями. И этот труд, он действительно ежедневный, ежеминутный, иногда круглосуточный. И вот эта акция, это такая верхушка айсберга большого труда, который проводят сотрудники этих фондов круглый год. Елка желаний – это не просто акция, это настоящая инициатива, объединяющая людей вокруг одной цели – сделать праздник особенным для тех, кто в этом нуждается. К акции присоединилась и наша съемочная группа. Дорогой Дедушка Мороз, я вела себя хорошо. Я верю в тебя. Моя семья не верит в тебя. Но я знаю, что ты хороший и всех любишь. На Новый год я хочу канцелярию и бутылку для питья. С Новым годом! Заранее, Виктория. Представьте, всего один ваш поступок, и где-то зажжется улыбка. А в сердце ребенка навсегда останется вера в добро и в волшебство. Гугуца Вардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение.